Привет, пацаны! Вот у нас сегодня 9 декабря. Хочу вам японские серпантины показать. Я еду в сторону города Отсу. И вот надо обязательно проехать по этим серпантинам. Это желтые наждачные линии специально при повороте, чтобы нас туда не унесло. Видите, табор против гололеда. Вот такие у нас серпантины, и чтобы камни не падали, они стены забетонировали все. И разделительная полоса обязательно. Я тот раз выложил 2 видео без комментариев. Просто надо экспериментировать, выкладывать. Все время я комментирую, разговариваю, наверное, кому-то не нравится, я подумал, и выложил без комментариев, просто типа истории. Но в последнее время я смотрю в Инстаграме, многие выкладывают свои истории, очень кропотливо прям пишут каждый это. Да, это очень плодотворная работа, но с одной стороны очень трудоемкая. И в Инстаграме не все. Здесь я выезжаю на главную дорогу, поэтому надо справа пропустить. Это тоже здесь ограниченная скорость 40 километров, 55 можно ехать. Вот. В Инстаграме не все смотрят. Я имею в виду людей моего поколения, кому за 60. Инстаграм — это молодежная социальная сеть. Там постоянно надо быть в ракурсе, так сказать, на взводе. Все время надо выкладывать, как ты утром встал, и как ты утром покушал, что покушал, где покушал, с кем покушал, сколько калорий. Для нас, советских людей, это же неинтересно, правильно? Ну, как это так? Прям каждый этот выкладывать тоже неинтересно. Мы привыкли сидеть в Одноклассниках. Там все четко ясно. Вот фотография, вот я такой красивый. Да? Мне нравится в Одноклассниках. Facebook тоже постараюсь я загружать видео. Но кыргызский сегмент там прям невозможно, там одна политика, выборы, там кого-то хают, там что-то делают, там депутатов хают. Ну тоже, раньше Facebook был очень интересный, люди делились своими впечатлениями, вспоминаниями. Сейчас очень политизирован. И Facebook, он такой ограниченный, меня смотрит человек 25, ну может быть от силы 30. Здесь начинается движение. Здесь, между прочим, здесь городской автобус, если разворачивается, вот остановка, наверное, в час один автобус ходит. И то хорошо для бабушек, дедушек. Из-за омикрона. А вот смотрите, как сколько. Ну кто скажет, что это зима? Цветет что-то. Дерево, наверное, цветочное цветет. Не знаю, что будет, как будет. Мы будем посмотреть. Такие у нас дороги. Ладно, ребята, едем дальше, да? Я буду потихоньку продолжать комментировать. Хочу вам
рассказать про этот мост. Они его за 1 год построили. Нет, там ниже есть мост, но здесь они соединились, чтобы выезжать на новую эту платную дорогу. И здесь вот с левой стороны был этот раньше 24-часовой киоск Гойсон. Они ее снесли и, наверное, в аренду сдали другим людям. Они здесь построили детский сад для этих пенсионеров. У нас называется так, Родин Хоум. Видите, 422-ю дорогу они продлили. Обычно она вот по этой. Здесь знак стоит, видите, Тамаре, остановка. Обгон запрещен, пешеход есть, осторожно. И этот мост называется Рейва. Ну, новое летоисчисление японское. Смотрите, какой мост. Красивый, да? Если прямо ехать, он на платную дорогу выйдет. Но нам надо налево. Город Оц, поэтому я поворачиваю налево. Здесь можно рыбу ловить вот с левой стороны. Речка. И некоторые дороги Японии нету разделительной полосы, потому что при разделительной полосе японцы гоняют, шумахерами становятся. Поэтому, когда вот такая дорога без полосы, то все едут осторожно, соблюдают скорость. Это психология водителя. Чистота у нас здесь, порядок везде. Ну да, что все время дороги снимаешь. Ну я стараюсь и пешком ходить снимать, и на велосипеде, когда езжу, снимаю. На 29-ю дорогу, Сета. А там крестьянин уже горох собирает сухой. Между прочим, с левой стороны тоже дорога есть, когда здесь марафон международный. Они там бегают. Вот такие вот крестьянские дома фермеров. Ну, сегодня у меня камера закреплена, поэтому я могу свободно разговаривать, общаться. Так и живем в Японии, ребят. Есть такие места, где надо обязательно на машине передвигаться. Поэтому я, конечно, стараюсь на машине меньше ездить. Как без машины. Я с 12 лет за рулем. У меня у папы был Москвич 412. В 72 году он. В 70-м году он купил. Он работал в горкоме партии. У нас был Москвич. Вот первый руль. У меня Москвич 412 я ездил. Ну а потом уже потихоньку Жигули 01, потом 04, потом 011, потом 8. Самый шик это 9.
Сейчас я надо автобус обогнать, ребята. И я переключусь. И после 9-ки ГАЗ-24. Бежевая ГАЗ-24 Дядькин. Ой, как я на ней разъезжал. Она у меня, блин, вся прям с иголочки блестела. Сами знаете, в Кыргызстане грязь, слякоть. Я ее каждый день, у меня колеса блестят, поэтому я в Кыргызстан приезжаю. У меня Mazda, которую я в 2005 году контейнером притащил в Киргизию. Все говорили: ой, Сапар, зачем этот гроб ты притащил? А сейчас в Кыргызстане все на этих гробах ездят. Блин, давайте я вам чуть-чуть покажу этот клен. Сейчас автобус проедет сзади. Чуть-чуть вам природу покажу, да? Как тут красиво, блин, прям просто так не проедешь. Так, сейчас автобус пропустим. Бабушку пропустим. Да, бабушка? Видите? Все на велосипедах сейчас. Вот автобус меня обгоняет сейчас. Вот. И выходим. Блин, смотрите, какая красота. Люди на этих, на байдарках. Вот клен. Видно, да? Сейчас я против солнца. Это больница, между прочим, тоже очень быстро, за 1,5 года построили. Почему я так знаю? Я постоянно езжу. Вот. Видите, клен и байдарочники. Ну, как красиво. Наверное, любители, да, занимаются? Вот утки плавают. Та сторона, там вообще классно. Там храм есть. Я снимал, сейчас ту сторону покажу. А той стороне тоже очень интересно. Вообще красиво. Вот как, видите, когда солнце светит. Как классно. Видно, да? Сейчас я вот так встану, и будет цвет. Вот, видите, какой красота. Прям глаз радует. Зеленая, красная, желтая прям. Скажете, Сапар опять хвастается своей Японией. Кто скажет, что это зима, да? Вообще-то зимы нету, ну, так, образно говоря. Ну, вода чистая. Ну, она чуть-чуть мутноватая. Я как раз езжу туда, там вообще классная вода. Купаюсь. Наверное, скоро поеду купаться. Ну что, едем дальше, ребята, да? Я прервусь. Ну вот, приехали. Тут раньше завод был, Саньо. Она разорилась, обанкротилась. И вот построили хозяйственный магазин. Называется Конан. Там дальше построили тоже мебельный магазин Империя Токио. Все никак не могу добраться туда, надо зайти посмотреть. Ну, людей как много. Сегодня четверг, многие отдыхают. В Японии, кто работает в малом среднем бизнесе, старается выходные делать на среда или четверг. А суббота-воскресенье у них рабочие дни. Это железная дорога, где
японские линии. Постоянно маленький ресторанец, постоянно людей много. Наверное, вкусно готовят. Вот. Сейчас 12 часов здесь забито будет. И этот контейнер, видите, 20-фунтовые стоят, в аренду сдают, типа склада. Дома маленькие, мест нету, ну, места мало. Как у нас в Киргизии гаражей не построишь, поэтому вот такие вот контейнеры в месяц сдают за $300. Тут двухэтажные, подъемные, стоянка. Ох, как... Это тоже кафе, смотрите, как оригинально все оформлено. Мне надо сюда туалет купить для Кеши. Ну, туалет для Кеши везде продается, но это особенный, любимый Кеши. Ну и, естественно, экономическим соображением и дешевый. Ох, мой рай стоит белый, смотрите, ребята. Точно такой же у меня. Так, куда поставим? А, вот место есть. Рядом с яйцем поставим. Так, надеваем маску. Берем кошелек. Так, телефон с собой возьмем. Так, ладно, идем в магазин. Туалет. Это из бумаги, но он стоит. А это подгузники. $4 из бумаги. А вот песок. 8 литров. 2,5. Мне вот, блин, тележка мешает. Мне вот эти 5 литров. Они классные, сухие, прям хорошо впитывает запах. Четко вот. Можно было и сено взять, но лучше не стоит. А любителям семечек, вот семечки у нас по $10. Такие мелкие, блин, прям есть такие. Но их надо жарить. И они с химической добавкой идут, я не знаю, я не берусь отвечать, с чем они там. Тут аквариум, ладно. Едем дальше. Видите, да? А это фильтры разные. А, еще надо бы это взять. Ну, кешки есть такой мягкий. По $10. Поменьше может быть. Поменьше может быть. Ну, кеша здесь не поместится, он совсем чересчур маленький. А эти лохматые. Ладно, едем дальше, ребята. Едем дальше. А здесь опять ремонт делают, наверное, бордюры. А какие делают, смотрите. Ну куда? И так красивые были, еще красивее делают. Дом электроники Ямада. О, сегодня штиль на озере, ребята.
штиль. Хозяйственный магазин. Это как же он называется? А я ходил. Вот, видите, да, я ходил. Мне надо сюда, Амика, видите, там в магазин заехать. Сливки посмотреть. Ну, сейчас машины проедут сейчас. О, эти люди спортом занимаются. Сейчас пойдем берег посмотрим, да, ребят? Как там на озере. Сейчас машины поставлю. Окошко закроем. Так, музыку выключим. Ну и как всегда одеваем второе лицо. Второе лицо, блин. Маску я имею в виду. Сейчас пойдем посмотрим. Вон как здесь тепло. Как тепло. Блин. Пешеходного перехода нету. А зебра вон там, на той стороне. Надо это. Ой, а что она встала? Заснула. Надо через мостик перебежать. По-кыргызски, да? Сейчас. Перебежим. Ну. Вон что, машин нет. Ну, блин, куда еще дальше делать? Смотри. Светоотражатели. Это специально для этих велосипедистов, чтобы они не столкнулись, видите, направление. Направление показывает. Прямо, а это обратно. Нет, пешеходы тоже. Тут озеро. Видите? Скамеечки. Сухие прям. Отличные. О, красота. О, смотрите, какая красота. Видно, да? Здесь обязательно должен быть карта. Где что расположено. Видите, все рисунками. Все удобно. Все четко написано. Блин, ветерок поднялся. Если бы штиль был, он там двойное изображение шло бы. Классное изображение шло бы. Так, спустимся. Ну ты чё, блин, уточка, убегаешь-то? Вот убежала. Ну ладно, ребят, едем дальше. Вот вам начало озера Била. Не начало, а конец. Вот, а начало это уже вон километров 100 отсюда. У каждого магазина свой порядок. Видите, как здесь? Так, сухие грибы, между прочим. Так, лук у нас, блин, дорогой стал. Ну не дороже денег, так сказать. Тут вот. Ребята, побольше кушайте творога. Вот сметана, смотрите, стоит так, $106 стоит, видите, 5,5. А это творог чиз. Ну, скоро, наверное, скидку сделают. $4 стоит. Сыры очень дорогие в Японии. Вот сливки 35, 40%. Нет скидок, ладно.
Ешьте побольше сыра, вот копченого. Видите, какой он дорогой, блин. $7 стоит. Масло тут вообще кошмар, выше крыши. Ну, зависит от производителя. Это Мейджи, это Хоккайдо, видите, $8. $8 с солью, без соли. Это без соли. Это с солью. Маргарин дорогой, $7. Так, ладно. Ну тут, короче, все, полфабрикаты замороженные. Замороженные полфабрикаты. Видите? Устрицы здесь, рыба, осьминоги, креветки. Все есть. Красная рыба, балык, крабы. Вот икра. Так, икра. А, это не настоящая икра. Крабы, срабы. Ладно, ничего нету. И курица у нас подорожала, блин, азийская курица стоила раньше $7, и $10 стоит. И мороженое дорогое здесь. Так, замороженные фрукты. Апельсин, клубника, тут смородина. Ну, на вкус я, товарищи, нет, говорят. Сыры. Блины есть у нас здесь, смотрите, какие. Квадратные, круглые. Печеньки. Сладкая картошка краснояпонская. Ну и вот мороженое. 2 литра, $5,5. Ну, это разноцветные. Ладно, едем дальше. Так, ребята, поднимемся на 6-й этаж. И посмотрим, да? Что изменилось. И вообще на красоту природы. О, тут везде камеры стоят. О. Любуемся природой с крыши Алплазы. О, там рыбаки. Рыбачат, да? Там гостиница. Высотная. Там я проезжал порт. Это должен быть. Ну, классная погода. Ах, домохозяйки все пенсионеры, как я, на шопинге. Ладно, едем дальше. Ну все, возвращаемся снова в точку выезда. Это я показал с крыши вам. Это весло, по-моему, да? Ну, типа лодки, это весло. Блин, какое дерево, смотрите, а? Красивое. И этот асфальт, видите, чтобы не скользили, чтобы вас не заносило на повороте. Ну. А, там. Так, ребята, хочу вам показать японские дороги. Вот основная трасса. И надо нам укоротить дорогу. И вот мы сворачиваем вот на такую. Ай, блин, как тут проедешь?
Тут только автобус один помещается, смотрите. Ну, как тут ездить? Вот. Мерседес не помещается. Все, встали. Что будем делать? Вот видите, уступают. Вперед продвигается, чтобы Мерседес проехал. С400. Все, встали. Вот японская терпимость вручает. Вот видите, уважение какое, зашкаливает. Поэтому, когда я выезжаю, я на маленьком в своем каре выезжаю. А на большой машине здесь разъезжаться очень тяжело. Ну и как Мерседес дальше поедет, смотрите, встречка выезжает, Мерседес прижимается. Вот так и ездим по Японии. Против солнца едем, поэтому музыку слушайте и все. Ну, мне удобно после Мерседеса ехать. Он широкий, мне легче ориентироваться. Ну ладно, ребята, все, на сегодня хватит.